Обратите внимание, на здании располагается надпись, да? Черным Да. цветом. У вас есть предположение, какую информацию может нести эта Ой, надпись? я даже никогда и не обращала внимания, не читала. Это вообще ничего не понятно, что такое. Ну какая это может быть надпись? Я не понимаю. У вас есть предположение, какую информацию несет? Нет, это граффити? не знаю даже. Я даже не понимаю, что там написано-то. Я не знаю. Испоганили, да и все. Ну, молодежь заняться нечем, мы даже не обращаем внимания. С работы домой. Ну, никакой, некрасиво. Соли, миксы, спайсы и GVH – ничто иное, как наркотические вещества, распространение которых на территории нашей страны карается законом. Однако правовая сторона вопроса слабо волнует наркодельцов. Подобные преступления совершаются с удивительным хладнокровием. Надписи на стенах, которые в массовом порядке начали появляться в людных местах, содержат контактную информацию, ведущую к защищенному каналу дилера. Номер телефона, ссылку на профиль в социальные сети или в приложении мессенджеры. При переписке оговариваются объемы и стоимость, проводится оплата товара безналичным переводом. На данном этапе к делу подключаются так называемые закладчики. Они прячут товар в произвольном месте на территории города, делают фотографию, после чего сообщают о его местоположении покупателю. Сделка всегда совершается инкогнито, без личного контакта сторон. Наглость и бесстрашие дилеров не знает границ. Свои предложения по заработку быстрых, но опасных денег они рассылают и пользователям интернета, предлагая работу курьера. У людей есть заблуждение, что если наркотические средства были переданы не из рук в руки, они не занимаются сбытом наркотических средств. На самом деле это не так. Любая форма передачи наркотических средств является сбытом наркотических средств. Практика показывает, что за сбыт наркотиков через тайники, закладки сроки получают от 9 до 15 лет. Административная ответственность, как отмечают сотрудники правоохранительных органов, предусмотрена и для людей, распространяющих подобные граффити на территории города. Эта деятельность попадает под статью 6.13 «Пропаганда наркотических средств». Пресечь повсеместное распространение такой рекламы наркотических веществ невозможно без привлечения к проблеме внимания общественности. Однако большинство горожан, как показал опрос, вообще не осведомлены о реальном значении настенных записей. Именно на это, по мнению сотрудников силовых структур, и делается ставка распространителей. Такую информацию без проблем считает человек, который, как говорится на сленге, находится в теме. Подобные надписи появляются на стенах и заборах нашего города стихийно. Пресечь подобную активность крайне сложно. Например, эту надпись пытались закрасить. Сегодня на этом месте красуется новая. Обо всех фактах сообщать в орган, то есть непосредственно отдел МВД по городу Сибая, но также можно обращаться непосредственно в свое жилищное управление, где они принимают обращение и должны они среагировать, то есть либо закрасить, либо стереть, что-то такие меры. Напомним, так называемый дизайнерский наркотик спайс и родственные ему вещества появились в городах нашей страны еще 8 лет назад. Их продавали в открытую с прилавков магазинов. Когда госнаркоконтроль внес их в список запрещенных веществ, спайс перебрался в интернет и социальные сети. Работниками отдела МВД России города Сибай проводятся комплексные мероприятия, направленные на выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Таким образом, за прошедший 2016 год было выявлено около 50 таких преступлений. Изъято более килограмма наркотических средств, 20 уголовных дел было направлено в суд. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.